Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 10 марта. Это у нас с вами будет вторник. День у нас будет идти под арканом умеренность. Да, вот если мы складываем 10.03.2026, получается 14. Поэтому день обещает быть спокойным, мирным. Я думаю, что в этот день лучше всего остановиться, сделать паузу, взять себе какой-то выходной, ну, по возможности, да, конечно, и просто провести его в такой, знаете, в лайт режиме. Вот мне нравится в этой колоде, видите, как нарисована карта умеренность. Бариста делает кому-то кофе, да, то есть кто-то с чашечкой кофе будет сидеть за столом и наблюдать, как рядом проходит жизнь. Поэтому это вот такой вот день очень спокойный. И обычно в этот день ничего плохого не происходит. Ну, сейчас посмотрим, что нам покажут карты. А еще время тоже вот, возможно, какие-то вопросы будут по времени. Допустим, ситуации могут затягиваться, замедляться, откладываться какие-то встречи. Вот в этот день прям время, оно как будто бы растягивается, как резина. Смотрим. Овны, 10 марта, вторник. Овны, вторник. Книга. Первое событие. Колокольчик. Подарок нельзя. Солнце. Бабочка. Розу нельзя. Угу. Подсвечник. Так, смотрим, что у нас здесь еще есть. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, первое событие — посещение госучреждения, может быть. В этот день пустые разговоры, болтовня. Да, вот опять же, если идете в госучреждение, пустые разговоры. Но результата особо нет. И деловой разговор выпадает, бабочка. Деловой разговор в госучреждении, но он пустой. Надежда. Ну, есть надежда, допустим, что там завтра, послезавтра все решится. И также в этот день у вас еще будет хорошее настроение. Солнце выпало. Радость, хорошее настроение, позитив там и так далее. В общем, вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, смотрим тельцы. 10 марта, вторник. События дня, тельцы. Угу. Расческа выпала первая. Только хотела сказать, в этот день, даже если какая-то неприятность и будет, то она по умеренности очень быстро разрешается неприятность. И сразу же выпадает победа. Причем решается, ну, таким очень легким каким-то способом. Это неприятность. Да, вот видите, удача. Удача как бы помогает. Удача, маска. Корабль. Ожидание, тоже об этом говорила. Что в этот день ожидание — это наше все. Книга, дерево. Угу. Метла и шарики. Так.
Так. О, есть еще розочка. Сколько у вас событий много. Значит, смотрим. Первая была неприятность. Предупреждение, что в этот день может быть неприятность. И обман выпал. Да, вас могут обмануть, маска. Люди будут одевать на себя маски. Дальше будет победа в делах, посещение госучреждения, казенный дом, ожидание, свидание, удача, приглашение, хорошие новости и, может быть, небольшая ссора, выяснение отношений. Ну, вот из предупреждений ссора, неприятность, обман. Но очень много классных событий, типа удачи, хороших новостей, победы. Так что день, можно сказать, хороший, но с нюансиками. Вот так. Благодарю за внимание. Тельцы, переходим к близнецам. Так. Сейчас надо мне так сложить, чтобы они мне не повторялись. Парные. Так. Все. 10 марта. Близнецы, события дня. Первое событие — метла. Чемодан. Угу. Замок. Ножницы. Роза. Здесь нет. Так, значит, смотрим. Первое событие — ссора небольшая с кем-то, может быть, споры, открытие тайны, информации, временная разлука, расставание, свидание и решение вопроса. Поэтому вот такие события. Из минуса получается ссора, но опять же, это не конфликт, это не мечи. Да, это может просто там, допустим, разногласия какие-то, которые быстро разрешаются. Так что вот такая информация для вас на этот день. Ну, из приятненького решения вопроса, свидания, из хорошего выпали. Благодарю за просмотр, близнецы. Переходим к ракам. — 10 марта. События дня — раки. Вторник. Как пройдет вторник для раков? Не вижу событий. Угу. Колокольчик. Череп. У вас события выпадают по диагонали. Угу. Здесь два варианта. Либо успех, либо кровать.
Я первый успех увидела. Так, смотрим здесь. Нет, 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 нет. Нет. Получается, первое событие — пустые разговоры, болтовня с кем-то в этот день. Дальше может быть тайная встреча, могут быть вопросы по здоровью какие-то, болезнь выпала, и успехи в работе, в делах. 4 события для вас на вторник. Предупреждение — это, конечно же, болезнь. Нужно себя в этот день беречь. Благодарю за внимание, раки. Переходим ко львам. 10 марта, львы, вторник, события дня. Угу. Бокал, первое событие. Месяц. Ну, скорее всего, бокал и месяц — это день рождения. Возможно, вас пригласят на какой-то день рождения. Ну, или какое-то событие, которое повторяется. И вы его отмечаете. Неприятность. Расческа. Да, дерево, видите, приглашение. Приглашение, событие, цикл. Корабль. Далеко не уплывает почти у каждого знака. Я об этом говорила, что корабль и будильник у нас могут выпадать в этот день. Рыба, чемодан. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, смотрите, первое событие было застолье в этот день. Мероприятие какое-то будет. Событие, которое имеет цикличность, Луна. Исполнение желания, приглашение, ожидание будет. Может быть неприятность, и выпало скользкое дело, рыба, хитрость. Ну, хитрость, махинации, манипуляции. Потом здесь вот неприятностью будет то, что вас будут, как рыбку, кто-то будет ловить в свои сети. Потом будьте внимательны. И еще выпало чемодан — это разлука, расставание. Еще чемодан может показывать перемены, да, когда в жизни что-то меняется, тоже может быть. Так что такие события для вас на вторник. Благодарю за внимание, львы, и переходим к девам. Так, девы. 10 марта, вторник. События дня, девы. Подкова. Флаг.
Что-то я не вижу совпадений. Ну, если вдруг вы что-то где-то тут найдете, увидите, значит, это событие может проиграться. Ну, в этой колоде, видите, они подписаны, потом, в принципе, можно даже увидеть, что они обозначают. Я нашла только 3 события для вас. Первое – посещение госучреждения, казенный дом, победа и удача. То есть 3 классных события. Если вы планируете во вторник идти в госучреждение, то вас там ждет победа. Почему? Потому что вам будет сопутствовать удача в этот день подкова. Так что в делах у вас точно все будет хорошо. Больше, видите, ничего мне тут особо и не показали. Благодарю за внимание, девы. Переходим к весам. Десятое марта. Весы, события дня. Мешок. Подарок. Лавровый венок. Расческа. Ну, тут было 2 варианта. Расческа и еще была чашка. Ключ. Машину нельзя. Мечи нельзя. Еще есть ножницы. Так, значит, смотрим, что выпало вам. Первое событие выпало мешок с деньгами, но он больше показывает расходы, чем поступления. Мешок с деньгами, дальше подарочек может быть, решение какого-то вопроса, успех в делах. Поэтому, видите, в делах у вас хорошо выпали ножницы и венок. Поэтому успешно решатся дела. И может быть какая-то неприятность. Вот это единственный минус. Но опять же, ключ, все в ваших руках. То есть в ваших руках избежать этой неприятности. Или же ключ помогает решить эту неприятность. Поэтому так. То есть одно предупреждение есть. Но будем надеяться, что по ключику вы его избежите. Еще, кстати, ключ и деньги может показывать какая-то очень важная покупка, допустим, может быть в этот день. Опять же, важная покупка, неприятность. То есть, как вариант, если вы покупаете технику, то надо все хорошо, внимательно перепроверить. Так как ретроградный Меркурий, можете купить, она, допустим, будет там бракованная, там, или что-то не будет работать, включаться, поэтому перепроверяйте. Так, смотрим дальше. Скорпионы. 10 марта. События дня. Скорпионы. Первое событие — бокал. Скорпион во вторник. Мечи. Месяц нельзя.
Мешок с деньгами и корабль. Ожидание поступлений, может быть. Угу. Цепь. Еще есть молния. Новость о том, что не решается какой-то вопрос. Бабочка. Роза. Приятность. Так, неприятности. Смотрим, что у нас здесь. Солнце нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Событий много. Первое показывает, что может быть какое-то мероприятие, застолье в этот день. Может быть конфликт, выяснение отношений, конфликты, неприятности выпали. Ожидания, какие-то события связаны с деньгами, свидание, приятная встреча, деловой разговор, какая-то ошеломительная новость, нерешенный вопрос. Возможно, вот эта новость будет о том, что какой-то вопрос не решается. Ну и неприятность. То есть получается из предупреждения неприятность, конфликт и то, что какой-то вопрос не решается в этот день. Такие вот предупреждения. Ну и половина, как бы тут 50 на 50. Половина хороших событий, половина не очень. Да, вот так же, как и аркан умеренности. Это тоже у нас 50 на 50, да, слияние. Потом так, ну а по умеренности обычно все эти неприятности, конфликты, да, вот в конфликтах мы находим какой-то компромисс, в неприятностях мы их быстро там решаем, эти неприятности, так что проблемки. Я думаю, что все будет нормально, так как идет аркан спокойствия. Смотрим дальше. Стрелец. 10 марта. 10 марта. События дня. Стрельцы. Нерешенный вопрос сразу же. Первое. Конфликт. Змея. Кто-то может съязвить по поводу этого нерешенного вопроса. Бабочка. Угу. Цветок хорошо. Бокал. Кстати, очень у многих знаков бокал выпадает по аркану умеренность. Угу. Чашка чая. Тайная встреча с, ну, возможно, где-то в кафе, в ресторане. Гости. Ага, и есть еще ножницы. Так, значит, смотрите, что выпадает. Выпадает нерешенный вопрос сразу же первым событием. Но есть плюсик. Выпали ножницы последними. Нерешенный вопрос, тот, который у вас с утра, возможно, да, там как-то проявится, он может решиться вечером. Ножницы выпали. Решение вопроса. Решится. Дальше конфликт может быть, общение со змеей, с человеком-язвой, деловой разговор, тайная встреча, не свидание, господи, застолье гости и исполнение желания. Поэтому, смотрите, много хороших событий, типа там застолье, гости, исполнение желаний. Ну и предупреждение 2. Это конфликт и это нерешенный вопрос, но надо просто подождать. Он решится, возможно, во второй половине дня.
Так что вот такая информация для вас, стрельцы, на вторник. Благодарю за внимание и переходим к козерогам. Десятое марта. События дня, козерожки. Угу. Первое событие — ножницы. Два кольца, весы, роза, цветочек, корабль, бабочка, ворона тоже тут есть. Так, и смотрим, что у нас с вами здесь еще. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, получается, может решиться какой-то вопрос у вас во вторник, ну, с делами связанный. Будут колебания, сомнения, будет тайная встреча, приятная встреча, деловой разговор, исполнение желания, общение с влиятельным человеком и ожидание. Возможно, вот как раз деловой разговор, корона, видите, выпала, и решение вопроса. Будет встреча с важным человеком, и вопрос решится. Ну, также может быть приятное какое-то свидание, которому, допустим, вы не знали о нем тайно, может показывать, что это был сюрприз для вас. Кто-то для вас готовит сюрприз. Поэтому так. В общем, вот такая информация для вас, козерожки. У вас хороший день. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Так, сейчас собираем так, чтобы они у меня не повторялись. И поехали. Ой, рыбки водолеи хотели убежать. 10 марта. Водолеи, события дня. Водолеи, события дня. Угу. Первый сундук. Бабочка. Нерешенный вопрос. Цепь. Молния и маска. Что у вас тут прям за дискотека? Дерево. Ножницы нельзя. Корабль. Бокал. Складывая события специально в колоде в разные места, они вот выпадают одни и те же, и все. И все, вот что ты будешь делать? Корабль постоянно выпадает, бокал постоянно выпадает сегодня, и нерешенный вопрос.
Так, здесь нет, нет, нет. И вот тоже, да, и роза. Сегодня прям звезда расклада. Так, ну, в принципе, это естественно. Для карты умеренности нам хочется, да, какой-то романтики, отношений, встреч и так далее. Значит, поехали, смотрим. Первое событие показывает, у вас будут финансовые поступления, сундук. Будет деловой разговор во вторник. Но что мне не нравится, то, что выпадает обман и нерешенный вопрос. Маска. Ну, то есть тот человек, с кем вы будете разговаривать, скорее всего, вас будет обманывать. Нерешенный вопрос, какая-то новость, которая может вас шокировать, молния. Дальше приглашение, застолье, приятная встреча, свидание, роза и ожидание. Ну, может быть, вы ждете до этой встречи. Ну, то есть тут какая-то приятная одна встреча и одна встреча не очень приятная, где будет обман. Но это связано с делами, а это личная какая-то. Поэтому вот такая вот информация для вас на вторник. Благодарю за внимание и остерегайтесь в этот день обмана. Смотрим дальше рыбок. Так, остались у нас с вами рыбки. 10 марта. Десятое марта, события дня рыбы. Первое событие, 2 кольца. Два меча. Бабочка. Возможно, какой-то деловой разговор тайный, и там может быть конфликт. Венок нельзя. Да что ж это такое? Расческа, либо замок еще тоже можно было соединить. Кровать. Угу. Дерево. Так, сейчас пробежимся, посмотрим горизонталь, вертикаль. Шарики нельзя. Не вижу совпадений. Значит, получается, в этот день у вас выпадает тайная встреча, может быть, во вторник. Может быть, конфликт с кем-то, выяснение отношений, деловой разговор, приглашение, неприятность и интимная связь. Ну, из предупреждений неприятность, конфликт. Опять же, помним, карта умеренности. Карта умеренности говорит о том, что все конфликты, скорее всего, в этот день будут разрешены. То есть вы будете, найдете компромиссы, найдете подход друг к другу. Поэтому, да, может быть, но, скорее всего, будет примирение. Ну, из хорошего это кровать, приглашение, дерево. Поэтому хорошие события тоже есть. Также, рыбки, у кого день рождения 10 марта, у меня для вас хорошая новость. Почему? Потому что у вас будет идти год под арканом умеренность. Да, вот этот год, который для вас наступает. Это год очень спокойный, мирный. Это год, когда нам Вселенная дает такой период для передышки. Да, вот ничего там не происходит, никаких
ни катастроф, ни трагедий, ни неприятностей, ни проблем, наоборот. Да, вот это год удачи, когда все легко складывается, да, вот там, не знаю, удача нам сопутствует, мы там, скажем так, легко плывем по жизни. Плюс тоже вот я заметила такую особенность, в год умеренности очень часто человек получает какие-то награды. Ну, типа там кубки, медали, дипломы, там вот что-то вот такое. То есть, знаете, как будто бы Вселенная тебя замечает и награждает. Поэтому, ну, опять же, это если, конечно, у вас, это, ну, если вы занимаетесь там спортом или там занимаетесь какой-то деятельностью, где вы, например, принимаете участие в конкурсах, тогда вот это вот может быть. Ну, иногда бывает, что человека просто награждают. Вот он там в течение года что-то сделал, и его там наградили за это. Поэтому вот такая вот информация для вас. Очень, очень классный год, спокойный. Если хотите побольше информации, у меня есть видео на канале, называется «Карта года». И там вот как раз я очень подробно рассказываю, как посчитать. Вы можете другие года свои посчитать и посмотреть, как у вас. Да, вот. Потому что у каждого человека могут карты проигрываться по-разному. Но точно видна вот эта взаимосвязь. Вот ты смотришь, потому что карты повторяются в течение года несколько раз. И вот в эти года происходят обычно одни и те же события. Это очень интересно анализировать. Поэтому можете посчитать себе, своим родственникам, посмотреть, в какие года какие арканы были, и посмотреть, как у вас это работает. В общем, там есть видео, в этом видео я все объясняю. Вот такая информация, рыбки, для вас. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.